В эфире еженедельная программа «Новости IT». Здравствуйте. Начнем с того, что российский разработчик технологий компьютерного зрения N-Tech Lab привлек $15 миллионов. Среди направлений, которые планирует развивать компания, это автоматическое определение агрессивных действий человека, а также распознавание автомобилей, в том числе для отслеживания транспортировки бытовых отходов и соблюдения правил их переработки. N-Tech Lab также планирует представить решения для предприятий из индустрии развлечений, банков, торговых центров и компаний из сферы гостеприимства. Если говорить о том, чем разработчики уже отметились на рынке технологий, то это система городского видеонаблюдения Мегаполиса. Ее запустили, когда началась пандемия, для контроля за соблюдением карантинного режима. Один из конфликтов между двумя крупнейшими государствами подошел к концу. Президент США одобрил сделку, которая позволит TikTok продолжить работать на территории страны. Ранее Трамп настаивал на полной продаже китайского видеоприложения, но найти консенсус сторонам все же удалось. TikTok остается в США. В субботу Дональд Трамп заявил, что благословляет сделку, согласно которой американские компании Oracle и Walmart получат 20% акций видеоприложения, владельцем которого является китайская фирма ByteDance. Согласно достигнутым договоренностям, будет создана новая компания TikTok Global со штаб-квартирой в США. Oracle будет хранить данные почти 100 миллионов американских пользователей приложения в своем облаке в соответствии с требованиями национальной безопасности. Сделка структурирована как партнерство, а не как изъятие. Как пишут американские издания, это большой шаг назад от полной продажи TikTok, на которой изначально настаивал Трамп. ByteDance в рамках договора согласилась создать в США 25 тысяч рабочих мест. В китайской компании назвали условия сделки несправедливыми, но отметили, что это более благоприятный вариант, чем тот, при котором TikTok перестал бы работать в США или был бы полностью продан американской компании. В совсем недалеком будущем мобильные устройства, такие, например, как смартфон или беспроводные наушники, вообще можно будет не заряжать. Они сделают это самостоятельно и, что самое главное, без проводов. Технология, которая позволит совершить такой прорыв, уже создана в Швеции. Она разработала материал под названием PowerFoil, который позволит электронным устройствам заряжаться самостоятельно, благодаря секретному соусу. Так в компании называют эту черную субстанцию. Лучи света будут преобразовываться в электричество, что-то вроде искусственного фотосинтеза. У меня в руках секретный соус Exeger. Он захватывает электроны, которые проводятся через другие материалы, и доказал свою эффективность даже при минимальном освещении, без попадания прямых солнечных лучей. Те или иные формы солнечных батарей уже не редкость, но особенность PowerFoil в том, что не нужно вообще никаких проводов. Кроме того, зарядка будет происходить даже от тусклой лампы. Разумеется, чем больше света, тем больше энергии. Но если сравнивать с другими технологиями, то у нашей гораздо большая эффективность в замкнутом пространстве. И это большой плюс, ведь мы надеемся на использование в домашних приборах. Еще одна особенность солнечной кожи, так еще называют PowerFoil создатели, в том, что материал печатается на принтере, так что можно с легкостью придать ему любую форму. Сейчас перед вами различные прототипы наушников. Их ободок обшит солнечной кожей, так что устройство не нужно будет заряжать, оно сделает это самостоятельно. Первые наушники с солнечной кожей поступят в продажу уже до конца года. Затем компания интегрирует свое изобретение в черепицу для крыши и жалюзи. Но главная цель – самозаряжающийся смартфон. Такое устройство уже скоро может стать реальностью, надеются в Exeger. Есть и обратная сторона технологий. С ней столкнулись жители Рима. Они жалуются на засилие электроскутеров. Этот вид транспорта повысил мобильность в городе как для местных жителей, так и для туристов. Но по мере увеличения количества самокатов с мотором дорожная ситуация становится все опаснее. Причина, по мнению экспертов, в не до конца продуманных правилах, которые и ввели власти итальянской столицы. Женщина на видео один за другим роняет электроскутеры на одной из улиц Рима. Остановить ее смогла только полиция. Тысячи электрических самокатов заполонили мощенные переулки центра итальянской столицы, в то время как люди ищут альтернативы переполненному общественному транспорту в условиях пандемии COVID-19. Самокат с батарейным питанием прижился еще и потому, что холмы Рима слишком круты для большинства велосипедистов. Чтобы стимулировать экологически чистую мобильность,
власти лицензировали 8 компаний, включая Lime и Bird, для эксплуатации около 6 тысяч электрических скутеров. Еще около 10 тысяч скоро поступят на службу. Мэр Вирджинии Араги поощряет этот вид транспорта в итальянской столице, где автобусы иногда загораются из-за плохого технического обслуживания, а станции метро закрываются на месяцы из-за сломанных эскалаторов. Принятый в Риме закон гласит, что водители скутеров не могут ездить по тротуарам, двигаться быстрее 25 км в час на улицах или более 6 км в час в пешеходных зонах. Им запрещено пользоваться велосипедными дорожками в черте города. Минимальный возраст для использования – 14 лет. Гонщики до 18 лет должны надевать шлем. Впрочем, этих мер недостаточно, уверены участники дорожного движения. Слабое правоприменение вызвало жалобы на опасное вождение и ряд травм. Местные жители жалуются, что некоторые электроскутеры были замечены на скоростных шоссе и кольцевой дороге вокруг города. Кто-нибудь проверяет, есть ли у них водительские права, потому что иногда они подвергают риску свою собственную жизнь и, как следствие, нашу тоже. Они нарушают все основные правила дорожного движения. Полиция сообщила, что в июле выписала 150 штрафов в размере до 400 евро каждый. WorldSkills Russia запускает цифровое резюме, новый сервис вакансий для выпускников колледжей и работодателей. Новый сервис включает в себя два интерфейса для соискателей и работодателей. Все участники движения, которые обучались по стандартам WorldSkills с 2015 года и прошли через систему, могут попасть в цифровое резюме. Их результаты и сведения о профессиональных навыках будут интегрированы в платформу. В интерфейсе соискателя размещается базовая информация об участнике движения, о его профессиональных навыках, рекомендации от наставника, оценки в ходе чемпионатов различных уровней, результаты демонстрационных экзаменов, а также дополнительные сведения, образовательные сертификаты, аккаунты в социальных сетях. Более 40 центров цифрового образования «Точка роста», созданных на базе школ Якутии, получили новое оборудование. Техника поступила в рамках нацпроекта образования. На его реализацию в Якутии в этом году выделено 40 миллионов рублей. Так, в каждый центр завезли квадрокоптеры, 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, компьютеры, смартфоны, ноутбуки и многое другое. Благодаря такой поддержке дети смогут изучать устройства и принцип работы механических моделей различной степени сложности, а также обучаться основам инженерии. Сегодня ознакомимся с якутским приложением «Скиллометр». Это платформа микрообучения и профориентации на основе цифрового портфолио. Разработчик Сергей Баишев, 35 лет, Якутск. Его идея довольно интересная и заключается в следующем. В виде рейтингов отображаются уровни развития и образования человека. И, исходя из поставленных целей, подбираются онлайн-курсы, на которых он может прокачать определенные навыки. Пройденные курсы добавляются в цифровое портфолио. В процессе обучения навыки прокачиваются на 9 уровнях мастерства. В будущем портфолио станет основой для поступления или же трудоустройства. Парень уже применил идею и на мероприятиях. В начале сентября приложение стало каналом для продвижения регионального этапа международного фестиваля идеи и технологии «Руками». Ну а теперь во что же можно будет поиграть в ближайшее время? Для минувшей Tokyo Game Show разработчики из Bloober Team подготовили новый трейлер хоррора The Medium. Он посвящен сюжетным перипетиям и предлагает кусочек истории из темного прошлого Пасти, зловещей сущности, которая противостоит главной героине. Протагонистка – опытный медиум. С самого детства она заглядывала за пределы реальности. Она сталкивается с грустью, не в смысле грустит, а с загадочной девочкой в маске, которая живет в заброшенном отеле «Нева». Не тот, что в Санкт-Петербурге. Там же обитает и Пасть, рожденная из стыда, беспомощности и ярости существа. Подарком для олдфагов станет то, что все голоса главных персонажей подарили актеры озвучания серии Silent Hill. Релиз The Medium состоится в конце этого года на PC и Xbox. Владельцы PlayStation в этот раз пролетают. Ну а на этом все. Повтор программы, как всегда, смотрите на YouTube-канале Якутия24, а также в Instagram-аккаунте yak24.ru. До встречи через неделю и всего доброго!